Всем привет, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня я вновь решила посетить ботанический сад. И действительно, весна – это та самая пора, когда все занимаются огородом, готовятся к лету. И для того, чтобы у вас был хороший урожай, мы стараемся все чаще снимать выпуски именно про огород, про полезные советы, про лайфхаки, как это модно сейчас называть. И именно поэтому ботанический сад уже стал нашим хорошим другом. И рядом со мной вновь Ирина Трофимова. Ирина у нас является одним из главных специалистов, да, ботанического сада. И сегодня мы поговорим про рассаду. Поэтому для тех, кто особенно трепетно к этому относится, я думаю, этот выпуск будет полезен. Ирина, здравствуй. Здравствуй, Дарья. Здравствуйте, зрители. На самом деле это очень актуально сейчас, потому что становится все теплее и теплее, а наш долгожданный сезон все ближе и ближе. Так что да, сегодня мы поговорим про рассаду. Так, ну давай прям не отходя, так сказать, от кассы, вот здесь. Что это такое для меня, человека, который вообще далек от этой темы? Ну, растение до растения. Но я знаю, что для вас это нововведение, да, некий такой эксперимент. В принципе, да, тогда рассказывай, что это. Ну, в общем, сам вид, само растение, оно не нововведение. Вообще эксперимент я имела в виду, что вообще очень печально то, что в последнее время очень понизилось качество семян. То есть очень понизилась всхожесть семян. Например, в этой плошке у нас было посеяно целых 2 пачки хмеля. Вот. В одной пачке обычно где-то семян 10. Ну, так, собственно, было и здесь. То есть здесь мы посеяли 20 штук семян, но взошло всего 3. Вот так, да? То есть это мы затрагиваем тему того, что не всегда, да, хорошие семена в упаковке есть признак того, что у тебя будет 20 таких возросших, как сказать-то, Да, то есть иногда же ростков. бывает так, то, что вот мы планируем, то, что вот у меня там теплица таких-то размеров, столько-то там у меня, допустим, опять же, томатов будет, например, а качество семян нас возьмет и поставит в тупик. Да? То есть ты советуешь все-таки садить побольше, да? Нет, не побольше, В процентном соотношении как? Или как можно улучшить качество вот этих семян? Вот, улучшаем качество прорастания семян, то есть всхожесть, замачивая семена в таких стимуляторах роста, так сказать. И пин обычно используют, то есть он всегда на слуху. Это такой очень довольно классический препарат. Сегодня, как пример, я поставила препарат Энерген, он более современный, и в нем как-то больше всего-всего. Да, то есть ты советуешь Энерген? Да, вот семена замачиваются на 18-20 часов, то есть сегодня замочили, завтра уже их посеяли. Ну и, соответственно, соотношение воды, да, и вот этого... Да, все дозировки, все приводится, либо же в интернете, либо же, естественно, на упаковке всегда производитель расписывает, сколько препарата там нужно использовать для такого питательного раствора. Всхожесть увеличивается на 15-20, иногда и на 50%. Да, то есть довольно весомо. Если, допустим, мы говорим о каких-то своих участках, это может быть немножко незаметно, но если мы говорим о каком-то, может быть, мини-производстве там, или каком-то садовом хозяйстве, то это уже довольно ощутимо, потому что семена довольно сильно подорожали, и жалко половину всего просто... Жалко посадить, да? 20, а получить всего 3. Действительно жалко. Но, если честно, вот это дорогое средство? Если сравнивать в соотношении будущего, не знаю, урожая, там, красоты, прибыли и так далее, то нет, совсем нет. Сравнительно. Все же у нас относительно. Так что... То есть не жалеем, да, денежные средства и покупаем, да? Лучше об этом позаботиться заранее. Сейчас, да, потому что если мы замочим всего лишь на сутки, у нас уже результат будет такой довольно ощутимый. Так, все-таки давай поговорим про тот самый хмель, да? Это все-таки... Хмель — это очень-очень красивая и густая лиана. Это, посмотри на картинку, собственно, вот такое растение и будет. Это оно вьется и растет в длину. То есть обычно его сажают рядом с беседками, либо же рядом с какими-то решеточками. Собственно, оно все накручивается, навивается на арка вот это. Да, это все. А это однолетнее растение? Да. Да. Ну, то есть вот один раз посадил, за лето вырос, и все, да? Да.
на следующий год заново, да? Очень красиво. А по густоте, вот насколько? Он очень густой. Получается, вот в этих беседках хмель обычно используют для того, чтобы получить тень, получается, чтобы если нет там каких-то окон и так далее, он создает, Затеняет. прекрасно затеняет. Это такая вещь незаменимая в таких вещах. То есть если мы говорим о вертикальном озеленении, то без него мы не обойдемся. И, кстати, один небольшой секретик. Здесь нужно очень сильно беречь макушку. То есть если мы отломаем, здесь там небольшой кусочек отломается или обломается, ну, нечаянно бывает такое, то длинного такого вьющегося растения мы не получим. Он будет просто распластанный, и эффекта такого не будет. Бережем макушку тогда, да? Ну и при покупке и так далее тоже нужно обращать на это внимание. То есть если срезанный, то уже... Будет короткий. Понятно. Это что у нас? Это у нас петуния. Здесь я хотела рассказать о семенах в гранулах. То есть сейчас вот эти вот мелкосемянные культуры, они в основном производятся в таких дрожже из микроэлементов и каких-то питательных веществ. Во-первых, мелкосемянные культуры очень неудобно сеять, и за счет вот этих дрожжей они увеличиваются в размерах. Плюс каждый сеянец, который взошел, он получает питательные элементы уже адресно. И за счет этого мы получаем вот такие вот дружные всходы. Это петуния. Здесь мы посеяли где-то плюс-минус 500 семян, и плюс-минус 500 таких дружненьких всходов у нас получилось. А вот мне визуально кажется, что им тесно. Или в принципе это нормально? Это нормально, естественно. Сейчас со дня на день мы собираемся уже пикировать растения. То есть пикировать — это когда в такие отдельные стаканчики целлофановые каждое растение индивидуально сажается. То есть и потом вот этот стаканчик, он уже выдается покупателю. И вот здесь вот эта пикировочка будет происходить вот так по одной штучке, да? Да, просто, получается, выковыривается отсюда кусочек, аккуратненько земля стряхивается, чтобы не повредить корневую систему, и уже отдельно по горшочкам. Что касаемо петунии, да, очень любят петунии у нас, да, очень любят. И вот, в принципе, здесь у нас уже какой срок этой рассады? Петуния вообще высевается где-то в феврале, в марте. Она уже готова для пикировки. Так что уже к началу июня, то есть ко времени, когда уже будут закончиться, то есть какие-то возвратные заморозки и так далее, эта рассада уже будет подходящая для посадки в грунт. Хорошо. Зачем мы подготовили этот бокс? Здесь какие советы от Ирины будут? Здесь этот бокс мы подготовили для того, чтобы показать вообще, какая посуда, какая емкость, как, что используется. То есть пошагово рассказать о посеве. Допустим, вы решили самостоятельно заняться выращиванием своей рассады. То есть не покупать, а сама, в общем-то, решила. Здесь, кстати говоря, нужны постоянные советы, да, потому что кто-то делает это, как делали бабушки, да, кто-то делает это так, как показывают там на телевидении, да, а кто-то просто думает, что это брось семена, и все взрастет. Но здесь возникает вопрос, если все-таки об актуальности нашего эфира, да, насколько это сейчас актуально? То есть мы еще что-то можем посадить или уже все поздно? Можем, конечно, можем, но не такие вещи, как, допустим, земляника или эустома. Получается, мы всегда должны учитывать именно время от посева до появления цветов в случае цветочной рассады. Либо же, вот опять же, земляника, чтобы она успела дать плоды, успела то есть получить развитие такое, что уже, чтобы плодоносила. Допустим, сейчас мы посеем землянику, она в этом сезоне нам не даст ягод. А та, что посеяна в январе, она даст. То есть вот это нужно обязательно учитывать. А сейчас что еще возможно посадить? Сейчас уже все цветочные культуры, в принципе, есть такая вещь подсев. То есть, допустим, мы же выращиваем рассаду, и потом у нас есть там какие-то обязательства перед университетом, то есть мы какую-то часть отдаем на озеленение университета, какую-то часть мы оставляем для себя, чтобы и у нас тут было красиво. И какую-то часть мы реализуем. То есть плюс у нас есть такие большие заказчики, с которыми, получается, мы вроде бы и договорились, но как будто бы там смотрим, и не хватает растений. Можно досеять, конечно же, досев есть такая вещь, но опять же, я повторюсь, то, что не нужно, наоборот, нужно учитывать именно сроки.
Да, Мгм. да. А такие вещи, как бархатцы и так далее, то, в принципе, без проблем. Без проблем. Ну, то есть мы поговорим сегодня как будто бы о цветочках, да? Ну, Ага. сейчас самое время, вот мы выбрали сегодня нашим героем хмель, Мгм. а сейчас самое время и для его посева. То есть сегодня мы вот замочили, завтра уже будем вот в такой вот емкости его высевать. Да. Покажи, как правильно это делается. Самое первое, о чем я хотела сказать, это, ну, опять же, сроки, естественно, Мгм. о посуде. Тут мы смотрим то, что обычно, ну, сколько я бываю в магазинах, высота этой емкости всегда где-то, ну, 15-20 сантиметров, 15. То есть, в принципе, достаточно и такой высоты. То есть это где-то сантиметров 7, правильно? Мгм. Здесь мы растения в такой емкости чувствуют себя хорошо, и плюс мы экономим землю. Землю. То есть смесь получается. Если мы, опять же, говорим о каких-то больших масштабах, то это тоже, ну, немаловажный фактор. Плюс следующее, получается, мы говорим о смеси, да, Да. о земле. Например, вот я в январе проснулась и начала рассуждать о том, что я что-то хочу посадить. И смотрю, ну, то есть мне нужно было запастись землей с осени, Мгм. потому что в январе поиск грунта — это Да. на самом деле очень такая вещь Сложная. сложная. Вот, поэтому мы рекомендуем всегда тем, кто занимается именно выращиванием рассады, запасаться грунтом, смесью и так далее, обо всем думать именно осенью, с осени. То есть уже занести песок, землю, перегной, чтобы все это было в доступе. А если нет, то что делать? Не знаю, идти выковыривать из-под снега что-то или же... нет, разумеется, это все шутки шутками. Конечно А вот же, грунт, который продают в магазинах, он... продают, конечно же, но тут мы смотрим, опять же, на качество смеси, да. Мы, например, в смесь под рассаду используем вот эту часть покупного грунта, часть просто дерновой земли, часть перегноя, часть компостной земли и часть листовой земли. То есть довольно... То есть ваша земля здесь практически золотая. Многокомпонентная. Вот так вот. Ну и плюс это тоже дает какую-то свою экономию тоже. Получается, основная часть дерновая земля. Ну, то есть такой костяк песок, дерновая земля, то, что дешевле. Ну и дополнительное питание, естественно, нам дают вот эти вот вещи. Хорошо, перед тем, как мы должны вот посадить наш хмель, мы ее проливаем, да? Чем? Каким раствором? Водой, простой В чем? первую очередь мы должны прокалить землю для того, чтобы ее обеззаразить. То есть в земле всегда есть какие-то бактерии, там, может быть, вредители и так далее. Все это прокаливается. Далее Для тех, кто не знает, что такое прокаливание земли. обработка температурой, там, не знаю, высокими температурами. Кипятком, то есть, да? Можно либо так, либо же там кто-то даже использует какие-то духовые печи свои, так что тут уже полет фантазии, так сказать. Хорошо, далее. Далее, получается, мы помещаем нашу смесь в емкость и должны уже пролить препаратами для обеззараживания. Их тоже великое множество, в принципе, и в магазинах, в интернете информации очень много. Так, если использовать подручные средства, это может быть марганцовка обыкновенная. Так что вот, мы проливаем, делаем бороздочки ровненькие, обязательно подписываем наш лоточек, потому что петуния, например, цвет разнообразный, много цветов. А клумбу, допустим, вот эту я решила там в каких-то синих тонах сделать, а эту клумбу в белых тонах. Тут, получается, если не будет этикетки, ну, это например. собственно, то тут уже мы запутаемся. Конечно, разноцветная клумба — это хорошо, но когда там знаешь, когда вот это все уже иначе. Когда у тебя все под контролем, это Конечно, лучше, да? Да. Хорошо. И, значит, вот эти про те самые бороздки для хмеля. Почаще, пореже, как надо? Ну, как стандартные, примерно там сантиметра 2, может быть, друг от друга. Или можно даже подальше. Тут, получается, зависит... Площадь питания, конечно же, важна, но, опять же, мы же в этих емкостях долго их не держим. Мы обязательно, когда растения подрастают, мы их пикируем уже в такие индивидуальные стаканчики. Так что именно тут, может быть, в плане экономии можно сделать почаще, в плане удобства можно посадить их пореже. И мы берем вот эти уже размоченные, да, семена, замоченные или правильно? Замоченные, набухшие,
уже напитанные семена уже берем и просто будем сажать их в такие бороздочки неглубокие. Затем мы закрываем стеклом. Мгм. Стеклом закрываем, и в темное место их нужно брать. Можно накрыть газеткой там, или чем-то затенить. Ага. И до появления всходов оно должно быть под укрытием. Далее, когда появятся первые сеянцы, можно будет немножечко там как-то проветривать, открывать, потому что если будет все время наглухо закрыто, то будет конденсат, плюс еще может появиться плесень, поэтому немножко нужно проветривать, естественно. Полностью убираем стекло когда? После появления дружных всходов, то есть когда уже появятся такие зелененькие листочки, похожие на листочки вещи, то уже можно убирать. Но опять же, убираем мы не резко, а потихоньку. Вначале на 5 минуточек, потом на 10 минуточек, как бы закаливая. И уже ставим растения под лампы, чтобы они не вытянулись. Освещение должно быть достаточное. Итак, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что мы находимся в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. И, как сказала Ирина, здесь они готовят рассаду для себя любимых, да, для университета, ну и, конечно же, на продажу. И, конечно, ваша рассада, она всегда славилась и славится качеством, да. И давайте мы сейчас пройдем и посмотрим, и убедимся в том, какая у нас уже рассада есть, как она визуально выглядит. Тем более многие телезрители, наверное, уже ждут, с какого числа начнется старт продаж. Так, насчет старта продаж должна сказать, что точной даты пока нету, но это примерно 20 мая. Плюс-минус, там может быть пару дней или же выходных и так далее. С полным ассортиментом видов, которые будут, и со стоимостью растений можно будет ознакомиться на сайте университета, там есть вкладочка «Ботанический сад», то есть это как бы мы называем это наш сайт. То есть, смотрите, дорогие друзья, если вдруг не хотите вы заморачиваться с этим, не хотите вы заниматься землей, да, с января месяца не позаботились об этом, здесь у вас что-то не получилось так красиво, как у них, просто следим за новостями, и в мае месяце, во второй половине мая обращаемся в ботанический сад и приобретаем вот ту самую красивую, качественную рассаду. Пойдем посмотрим, что у нас есть и как это все выросло. Ну, давай подойдем, я покажу, насколько у нас красивая рассада в этом году. Обратите внимание на то, насколько дружные всходы во всех емкостях. Нет никаких залысин, там, каких-то болезней и так далее. Все зелено. Ждет времени для того, чтобы уже рассадиться. Теплица наша отапливается, и вот в понедельник, скорее всего, мы уже начнем вот эту вот посадку в индивидуальные. Ирина, подскажи, пожалуйста, а сколько у вас вообще видов рассады? Вот в среднем есть такая цифра какая-то? Ежегодно вообще по количеству, если мы смотрим, мы сажаем где-то более 50 тысяч корней рассады. То есть, тут, естественно, входят уже и цветочные культуры, и овощная рассада. Это всем известные там петунии, бархатцы, виолки, алисумы. Нежные эустомы, яркие сальвии, ароматные алисумы. Вообще ассортимент у нас довольно широкий. Я считаю, что он благодаря этому ассортименту можно сделать такую цветущую, яркую, красивую клумбу. Ты все про цветы, да. Помидорчики, огурчики тоже есть. Разумеется, и помидоры, и огурчики, и перчики, и там все земляника тоже. Но любители земляники и клубники вообще, наверное, к вам летят заранее, да, уже? Вообще, в ранние года мы на самом деле выращивали не так много земляники, а в этом году ее будет больше. Будет и мелкоплодная, и крупноплодная земляника тоже. А где она? Как она выглядит, красавица земляника? Здесь, в этой комнате, ее нет. Это одна из наших рассадных комнат. На самом деле их больше, потому что 50 тысяч корней. Да, это не только в этом помещении, да, хорошо. А вообще мы видим, обратить внимание, вот когда все-таки уже у нас зашла рассада, на что нужно обращать внимание, да, вот ты говорила про плесень, да, не должно быть плесени, еще чего не должно быть. Вообще нельзя пересушивать и нельзя переливать растения. То есть во всем всегда нужна середина. Вот когда мне кажется, даже в предыдущих наших записях я всегда говорю о том, что всегда надо знать меру и всегда должна быть стабильность. Поливать такие емкости можно либо же
с поддона, либо же, когда растения совсем маленькие, можно использовать подручные средства, там какие-то распылители, шприцами Мгм. даже, какими-то грушами, и уже потом, когда они уже подрастут, переходить на лейки. Но это просто для удобства, конечно, Мгм. можно и с этого и начать. Но опять же, вот этот перелив, он может негативно повлиять. То есть здесь мы видим, допустим, одна емкость — это 500 штук растений, да, получается. Мгм. И если мы, допустим, перельем либо же пересушим вот это вот, и минус вот такое количество, это Мгм. чревато последствиями. То есть за этим нужно очень тщательно следить. Хорошо, вот по поводу света, да, вот мы видим, что у вас, ну, подсветка до сих пор есть, несмотря на то, что здесь в этом маленьком помещении есть два больших окна, да, здесь такого своего света очень много. До какого момента нужно всегда ее подсвечивать? Или все-таки, когда она уже всходит, нужно как-то это тоже контролировать? Все время надо подсветить. Вот этот дополнительный свет, на самом деле, это та вещь, за счет которой растения у нас не перерастают. Бывает так, что если темно, то рассада, она очень длинная и рыхлая получается. Это Недопустимо. недопустимо. Она должна быть компактная, ну, нормальная для своих размеров. И вот эти лампочки, они нас очень сильно выручают. Хотя, опять же, у нас светло, но А чем отличается вот розовый цвет от белого цвета? Что лучше? на самом деле и розовая, и белая лампы — это фитолампы. То есть раньше, если они были только разноцветные, то современные лампы, они могут быть и белыми тоже. Так что это одинаковые вещи, не влияющие на ну, результат их работы, так сказать. Хорошо, ну и давай проанонсируем, какое мероприятие самое ближайшее будет в ботаническом саду, потому что у нас очень много зрителей, которые всегда задают одни и те же вопросы обычно: а когда будет, а где будет, а что будет, а когда можно прийти. Реально, потому что люди уже переживают, да, за то, что у них взрастет этим летом. Мгм. Помимо ну, нашей работы с рассадой, саженцами, там, со всем вот этим вот с растением, мы проводим очень много всяких культурных мероприятий. Самое ближайшее это выставка фотографий ученого-зоолога, фотографа-анималиста Александра Кривошапкина. Выставка, она будет бесплатная. Мы будем рады всем желающим, интересующимся фотографией, чтобы, ну, к нам приходили. В общем, открытие будет 22 апреля. Мгм. Это самое ближайшее. Запоминаем, 22 апреля фотовыставка, да? Так, а для любителей растениеводства? Мгм. В мае месяце мы планируем большую выставку-ярмарку орхидей. И сейчас мы ищем коллекционеров, которые желают выставиться, принять участие, поделиться своими успехами в таком красивом деле. То есть это будет ярмарка или продажи тоже будут? Тоже будет ну, то есть мы пока детали еще обсуждаем, как это все Мгм. будет выглядеть, но мы хотим, чтобы население окунулось вообще в мир красоты. Орхидеи, они же бывают всякие Мгм. разные, взрывной такой цвет и краски. И, собственно, можно, естественно, возможность купить растения будет, но, опять же, если там в первый день все сметут, Мгм. то это, конечно же, тоже будет непорядок. Скорее Так, всего, ну нас вы будут сейчас готовитесь к этому Да, мероприятию, да, да. пока точной информации нет. Опять же, мы напоминаем, дорогие телезрители, о том, что вы можете узнать всю подробную информацию на сайте Северо-Восточного федерального университета. Там есть Страничка ботанического сада. страничка ботанического сада, да, и обязательно там будет выложена вся информация. Поэтому любители орхидей или счастливые обладатели орхидей, совсем скоро специально для вас будет подготовлено интересное мероприятие, и оно будет в мае. В мае месяце. Кстати, также можно с нами связаться, чтобы иметь какую-то обратную связь через телеграм-канал, либо через группу ВКонтакте, либо же старый добрый WhatsApp. Там мы всегда там, готовы к общению, открыты к общению, к предложениям. И мероприятие на самом деле очень крутое, я считаю. То, что ведь если нас будет больше, то выставка будет ярче, красивее и, в общем, эффектнее. Так что ждем каких-то заявок ваших и будем очень-очень рады. На такой замечательной ноте мы завершим наш эфир. Напоминаем вам, дорогие друзья, что ботанический сад работает постоянно, круглый год. Вся информация есть у них на сайте. Ну и, конечно, берегите свою рассаду, если она у вас такая же вот красивая, да, и качественная, дабы урожай 2022 года был плодородным, красивым и самое главное, чтобы все взошло,
все расцвело, и это радовало вас и ваших близких. Чтобы труд не обесценился, чтобы был успешным этот год. Ну, уже повторяюсь за тобой. Увидимся, до новых встреч.